В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Под прицелом с неба МЧС усиливает контроль за лесами Якутска. Из-за аномальной жары спасатели перешли на ежедневный режим. Алкоголь под жестким контролем. В Мегино-Кангаласском районе идут масштабные рейды. Семья, которой гордится Якутия, Шарины, победители всероссийского конкурса. Это у нас семейное. Девятого июля на АЗС «Саханнефтегазсбыт» в Покровске состоялась демонстрация передвижного автомобильного газового заправщика с бустер-компрессором для заправки автотехники газомоторным топливом. Планируется, что такая установка будет заправлять метаном технику, в том числе автобусы, задействованные в перевозках пассажиров по маршруту Покровск-Якутск-Покровск и внутрипоселковых перемещениях внутри района. Таким образом, «Саханнефтегазсбыт» создали условия для перехода автотехники на газомоторное топливо и возможность заправлять технику, не выезжая за пределы района. Сегодня мы открываем передвижной автомобильный газовый заправщик. Это большой шаг, это такое приоритетное направление сейчас в развитии нашей компании на фоне сложившейся ситуации вообще в Российской Федерации с традиционными моторными топливами. Использование метана в качестве топлива – это в первую очередь такой некий суверенитет. Мы не зависим от никаких внешних поставщиков. Газотранспортная сеть республики позволяет обеспечить потребности населения в полном объеме. Международный аэропорт столицы республики официально включен в перечень пунктов, где иностранные граждане могут въезжать в Россию по единой электронной визе. Теперь путешественникам, бизнесменам и ученым из десятков стран не нужно обращаться в посольство за бумажной. Достаточно оформить онлайн, и можно лететь прямым рейсом в Якутск. Для республики это реальный шанс увеличить турпоток, привлечь инвестиции и расширить гуманитарные связи, чтобы гости могли своими глазами увидеть Ленские столбы, познакомиться с культурой коренных народов или обсудить совместные проекты без лишних бюрократических преград. Специалисты МЧС увеличили количество рейдов в лесах на территории Якутска. Теперь вылеты беспилотников и профилактические беседы с отдыхающими на природе спасатели проводят ежедневно в связи с жаркой погодой. В среднем один беспилотник может облететь территорию на 3 километра. А как отмечают специалисты, по состоянию на 10 июля на территории города было зарегистрировано 422 пожара, из них 7 лесных. Основными причинами в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем и неисправности электроприборов. 29 июля 2026 года на территории города Якутска объявлен особый противопожарный режим. В связи с этим во всех зонах отдыха населения строго запрещено разведение открытого огня. За весь сезон привлечен к административной ответственности 3 граждан по статье 20.4 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. В Мегино-Кангаласском районе усилили контроль за оборотом алкоголя. Совместные рейды прокуратуры, полиции и административной комиссии помогают выявлять тех, кто нарушает закон. Только в поселке Нижний Бестях зафиксировано 2 случая продажи спиртного несовершеннолетним. На продавцов составлены протоколы. С начала года проведено 18 таких проверок, по итогам которых оформлено 8 административных дел. Параллельно автоинспекция отслеживает незаконные перевозки алкоголя без документов и борется с пьяными водителями. Прокуратурой Мегино-Кангаласского района контролируется работа правоохранительных органов и органов публичной власти по принимаемым мерам по предупреждению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. В рамках координации деятельности правоохранительных органов района на постоянной основе организовано проведение совместных целевых мероприятий с отделом МВД России по Мегино-Кангаласскому району по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции и нарушения правил продажи алкоголя, включая несовершеннолетним. Первый в республике местный форум заречных наслегов состоялся в Намском Улусе, посвященный вопросам социально-экономического развития. Главы 4 заречных наслегов выступили с планами на последующие 10 лет. Основными вопросами стали строительство и логистика, сельское хозяйство, проблема обеспечения связью, жилищно-коммунального комплекса. Также главным вопросом стало строительство дороги Сыгынах-Сотинцы, которая соединила их с основными республиканскими дорогами. По итогам форума будет запущен ряд механизмов поддержки социальной жизни Улуса. Аналогичный форум планируется провести осенью в Салбанском, Тастакском и Искровском наслегах. Мы сегодня договорились, что это будет первый, но не последний форум.
Мы такие форумы будем периодически проводить именно в заречных наслегах Намского улуса. И, конечно же, основной целью проведения такого форума для нас является то, что мы должны собрать приоритетные проекты, которые должны быть реализованы в наслегах, для того, чтобы эти проекты потянули за собой в целом социально-экономическое развитие этих наслегов. Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Дизайн лицевой стороны и защитный комплекс полностью повторяет банкноту 2022 года. На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты ЦФО. Новая банкнота является законным средством платежа наравне с ранее выпущенными купюрами того же номинала. Она обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых товаров и услуг на территории России. По итогам 5-го сезона образовательной программы «Малый бизнес для большой семьи» определен победитель, получивший грант на развитие своего дела. Им стала Варвара Владимирова из Якутска с проектом гончарной мастерской. Программа проходила с 6 июля и объединила 18 многодетных семей из 9 районов республики. Самому молодому будущему предпринимателю Савинову Сайдаму 14 лет. За 5 дней участники освоили основы налогового планирования, маркетинга и цифровых инструментов. На финальной защите эксперты оценили реалистичность, социальную значимость и устойчивость бизнес-моделей. За 5 лет существования программы обучение прошли десятки многодетных семей. Проекты в этом году чрезвычайно интересные. Они нацелены, конечно же, на развитие наших якутских брендов. Вот сегодня они достойно представили свои уже проекты перед компетентным жюри. Это представители инфраструктуры предпринимательства, Центра «Мой бизнес», Фонда развития предпринимательства, партнера Сбер, а также предприниматели. Глава Якутии наградил выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, а также призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и студентов колледжа, показавших максимальный результат на демонстрационном экзамене. В этом году высшие баллы на ЕГЭ получили 28 выпускников по физике, математике, русскому языку, литературе, химии, истории, а также якутскому и венкийскому языкам. За последние 3 года Якутия поднялась на 21 место в России по качеству образования, показав самый высокий темп роста среди регионов. Также были отмечены успехи участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, завоевавших призовые места по экономике, физкультуре, английскому, китайскому языкам и экологии. Можно сказать, что моя подготовка шла всю мою жизнь, потому что я с детства изучаю язык, участвую в различных олимпиадах и конференциях, конкурсах. Сегодняшний день очень такой торжественный, чувствую себя таким важным, каким-то крутым. Конечно же, я в восторге, я очень счастлива, все мои труды были не напрасны. Сам экзамен для меня был несложный, потому что я усердно к нему готовилась, а дальше я собираюсь поступать на высшее образовательное учреждение. В Усть-Алданском улусе 17 школьников совмещают изучение естественных наук с практикой в летнем экологическом лагере. На базе Мюрюнской станции юных натуралистов дети в течение 2 недель изучают химию и биологию, а после обеда осваивают навыки овощеводства, работая в теплицах и на огороде. Программа пользуется большой популярностью. Многие ребята возвращаются в лагерь уже 3-й год подряд, чтобы продолжить обучение и практические занятия на свежем воздухе. Мы занимаемся тут, очень много учимся о экологии. Очень разному учат, чтобы мы подготовились к школе и чтобы мы учились хорошо. Я люблю тут сажать, то есть поливать цветы и эти овощи, ведь я люблю очень поливать. Потому что раньше, когда я был маленьким, то я очень много раз поливал. Новоиспеченных супругов Михаила и Елизавету Дарбасовых чествовали в постоянном представительстве Якутии в Москве. Накануне пара представила республику на 3-м Всероссийском свадебном фестивале, где вместе с ними одновременно свой брак зарегистрировали еще 149 пар со всей страны. Молодоженам от имени главы республики вручили памятные подарки. Якутия стояла у истоков всероссийской семейной традиции. В 2024 году республика впервые приняла огонь всероссийского семейного очага «Сердце России» и бережно передала его по всем регионам Дальнего Востока. Поздравить молодую семью пришли и супруги Виталий и Сахая Андреевы, представлявшие Якутию на свадебном фестивале прошлого года. Разделить радостное событие из республики в Москву приехали родители Михаила и Елизаветы. Ну, сегодня первый день, как мы стали вот семьей. У меня теперь новая фамилия Дарбасова.
Хотим выразить огромную благодарность родителям, землякам, организаторам за проведение такого масштабного мероприятия. Очень приятно, что такое большое внимание уделяется нашей паре, а с другой стороны, это очень большая ответственность представлять и республику родную, и это очень большое счастье, что нам выдалась такая возможность очень необычно зарегистрировать свой брак и начало семейной жизни. Семья Шариных из Якутии стала победителем всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Пройдя через дистанционный этап, они представили свою республику в финале в Московской области. Там Шарины смогли войти в число 60 победителей из 43 регионов России. Династия педагогов выиграла денежный сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также путешествие по стране. С сентября прошлого года, получается, очень много разных этапы прошли, задания прошли. И самое главное условие, все члены семьи, заявленные участники должны присутствовать на каждом задании. Это очень сильно объединяет семью. Приз был победителем 5 миллионов на улучшение жилья. И мы хотели отремонтировать наш родительский дом в село Тенгулев. В Якутске открылась выставка «Текстиль. Метаморфозы», посвященная творчеству художника и дизайнера Ольги Рахлеевой. Экспозиция, представленная в Национальном художественном музее Якутии, знакомит посетителей с работами мастера, в которых этнокультурные традиции народов Севера переосмыслены через язык современного текстильного искусства. На выставке можно увидеть знаковые произведения разных лет, выполненные в сложных техниках валяния и фельдцевания с использованием хлопкового текстиля. Проект подводит итог многолетнего творческого пути Ольги Рахлеевой, стоявшей у истоков развития профессионального художественного текстиля в республике. Выставка будет работать с 11 июля по 9 августа в основном здании Национального художественного музея республики. Это моя первая персональная выставка, так как я текстильный художник. И текстиль – это такое направление, оно у нас в Якутии не широко развито. И такая текстильная выставка полностью – она впервые у нас в городе происходит. У меня представлены гобелены, батики, войлок, аппликации различные, вышивка. Я закончила Московский технологический институт по профессии художник-текстильщик. И так как образование у меня такое, то и желание большое было именно работать с текстилем. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.